Пекин впервые обошел Нью-Йорк по числу живущих в городе миллиардеров. Их число в китайской столице достигло 100 человек. Несмотря на падение темпов роста китайской экономики, число миллиардеров в Китае велико – 12% мировой промышленности, доля поднебесной. Китайцы не только одели и обули весь мир. Бытовая техника и оборудование из этой страны расходятся по всему миру. А в Гуанчжоу дважды в год проходит Кантонская ярмарка – самая крупная китайская выставка товаров народного потребления, привлекающая бизнесменов и покупателей со всего мира. Об особенностях этой ярмарки и выгодах для кыргызской экономики мы вам расскажем в этом выпуске. Меж тем, кыргызский бизнес покоряет Америку. Некоторые кыргызские предприниматели, как альтернативный рынок, вкладывают свои средства в экономику США. В марте в Вашингтоне пройдет Кыргызско-американский бизнес-форум. На нем обсудят вопросы торговли и сотрудничества между двумя странами. Об этом и других новостях в сегодняшнем выпуске программы Capital. В студии я, Сыягуль Караман. Здравствуйте! Число миллиардеров в китайской столице достигло 100 человек. В Нью-Йорке на 5 миллиардеров меньше. Об этом сообщает исследовательский институт Хёрн, имеющий штаб-квартиру в Китае. Пекин впервые обошел Нью-Йорк по числу живущих в городе миллиардеров. Москва 4 года лидировала в таком списке. Количество сверхбогачей в российской столице – 66, и она на третьем месте. Гонконг потерял свою былую репутацию азиатской столицы миллиардеров. Сейчас он на 4-м месте, а пятерку замыкает китайский Шанхай. За последний год в Шанхае появилось 20 новых миллиардеров. Всего в Китае проживает 568 миллиардеров, а общий капитал, которыми они владеют, составляет почти $1,5 триллиона. Сумма примерно равна объему ВВП Австралии или 250 раз превышает ВВП Кыргызстана. Китаю принадлежит 12% мировой промышленности. Китайская одежда, бытовая техника, производственное оборудование расходятся по всему миру. Китай является второй экономикой мира. Некоторые аналитики считают, что Поднебесная лет через 10 может выйти на первое место в мире, обогнав США. Наш сосед в цифрах. Китай ежегодно укрепляет свои позиции как вторая экономика мира. Стране принадлежит 12% доли в мировой промышленности. В 2015 году общий объем внешней торговли Китая составил почти $4 триллиона, экспорт 2 триллиона 270 миллиардов, а импорт свыше 1,5 триллиона. Больше всего Китай торгует со странами Азии и Европы. С Азией за один год КНР наторговал на 693 миллиарда 600 миллионов долларов, с Европой на сумму в размере 242 миллиардов долларов. Далее по объемам торговли следует партнерство с Северной и Латинской Америкой, и даже с африканским континентом у Китая довольно активная торговля. В основном товары из Китая покупают Соединенные Штаты. Ежегодно на экспорт в эту страну идут товары на сумму почти $500 триллиона. Далее по объемам закупаемого экспорта в Китае следует Гонконг. Япония, Германия, Южная Корея тоже в первых строках списка. По некоторым данным, 85% бытовой техники США и 70% в Европе китайского производства. 50% фотоаппаратов, 30% кондиционеров, 25% стиральных машин в мире из Китая. Наш сосед также лидер в продаже компьютеров. Ежегодно Китай экспортирует телерадиооборудование на 128 миллиардов и на $100 миллиардов телефоны. Из продовольственных товаров Китай продает напитки и табачные изделия на $6 миллиардов 860 миллионов, растительные и животные жиры на почти $200 миллиардов. Китай покупает извне нефть, интегральные электронные схемы, золото и автомобили. Мировые бренды одежды, такие как Promote, Naf, Max, Mango, Adidas, Reebok и многие другие, пошиваются в Китае. Стоимость произведенной одежды в Китае, по данным портала China Pro, в 2008 году составила $90 миллиардов. В Китае есть фабрики Toyota, Ford, Mazda, Volkswagen, Honda, BMW, Kia. Запчасти и комплектующие к этим автомобилям производят также в Китае. Темпы роста ВВП Китая в 2015 году в годовом выражении замедлились до 6,9% против 7,3% 2014 года, что является худшим показателем за последние 25 лет. Для мирового рынка такая разница в 0,4% стала тяжелой, что и явилось отправной точкой мирового кризиса. 10% экспортируемых из Китая товаров вывозятся по договоренностям, заключенным на Кантонской выставке, которая проходит в городе Гуанчжоу. Это третья по величине выставка в мире и самая крупная китайская выставка товаров народного потребления.
На нее приезжают бизнесмены и покупатели со всего мира. Здесь есть все, начиная от техники, оборудования, всех видов мебели и заканчивая одеждой и продуктами питания. Кантонская ярмарка – это десятки тысяч производителей и поставщиков, собранных в одном месте и в одно время. У Кантонской ярмарки самая длинная история среди выставок международной торговли в Китае. Впервые она была проведена в 1957 году и проводится ежегодно 2 раза уже почти 60 лет. На выставочной площади более чем 1 миллион квадратных метров продукция представлена на свыше 60 тысяч стендах. Здесь самый большой ассортимент товаров – 165 категорий. Выставку посещает большое число бизнесменов – более 1 миллиона человек из разных уголков мира. На Кантонской ярмарке заключаются договоры и сделки, общая сумма которых составляет 10-ю часть всего годового объема китайского экспорта. Кантон Фэйр – это возможность купить подешевле. Производители и поставщики представляют на выставке специальные выгодные цены. Кыргызские предприниматели в прошлом году впервые попали на это грандиозное торговое мероприятие. В апреле будет организован бизнес-тур для местных бизнесменов. О том, зачем ехать на Кантонскую выставку, в следующем материале. На Кантонской ярмарке Китай демонстрирует свою производственную мощь. 2 раза в год, весной и осенью, сюда приезжают со всех регионов мира в поисках новых товаров и оборудования. Выставка – это еще и место для новых бизнес-идей, так как на ярмарке предлагаются товары из рук самих производителей, которые еще не отправлялись на экспорт. В прошлом году ярмарку посетили бизнесмены из 211 стран. В Гуанчжоу можно сразу заключить договор. Несмотря на тесные торговые отношения и почти 60-летнюю историю выставки, кыргызские предприниматели только в прошлом году побывали на ней. Когда мы в прошлом году впервые попали на эту выставку, нам стало обидно, что мы раньше не узнали о ней и до сих пор не воспользовались этой возможностью. Ведь даже американские бизнесмены увозят товары из Китая, и именно на этой выставке они заключают договоры. Не надо искать по всему Китаю производителей, они все в одном месте и ждут зарубежных клиентов. Глава строительной компании Чолпонбек Акматов после Кантонской ярмарки отказался от некоторых зарубежных партнеров, так как те товары, которые ему направляли под брендом «Произведено в России» или Турции, он нашел в Гуанчжоу. Теперь некоторые строительные материалы он заказывает из Китая. Это намного дешевле. Когда мы посетили Гуанчжоу, я удивился, что есть очень качественные товары и при приемлемой цене. Я нашел те товары, которые нам непосредственно поставляли под брендом Турции, под брендом Европы. И когда об этом узнал, я, честно говоря, пожалел, что надо было еще раньше поехать, потому что мы очень много денег сэкономили бы. Единственное, там надо покупать оптом, малым партиями не продают. Если бы не этот кризис, мы, в принципе, могли бы много контрактов заключить. На ярмарке представлена не только экспортная продукция Китая, есть место и для импортных товаров. В прошлом году 552 компании 44 стран привезли свои товары на Кантонскую ярмарку. Некоторые товары Кантонской выставки, даже если добавить стоимость перевозки и таможенных платежей, на 50% дешевле, чем продается на рынках СНГ. Например, кресло в Китае стоит $150, плюс $180 доставка и таможенные пошлины. Сюда, в Бишкек, это кресло доставят за $330. На рынке оно стоит $470. Разница $140. Привезенная из Китая в Бишкек лампочка будет стоить $3, то есть за местную рыночную стоимость лампочки можно приобрести сразу 2. Из спецтехники возьмем для примера обкаточную машину, которую уже заказывали в Бишкеке. Ее в Китае купили за $37,5 тысяч. В Бишкеке клиенту с доставкой она обошлась $48 300. Таким образом, клиент сэкономил $9,5 тысяч. Всем известно, что наши бизнесмены многие китайские товары покупают в Бишкеке или на рынках соседних государств. Вступлением ЕАЭС эти товары стали намного дороже, поэтому мы хотим дать возможность предпринимателям самим напрямую купить их у китайских производителей, и это будет намного выгоднее. Ярмарка проходит в 3 этапа, каждый длится 5 дней. На первом этапе выставляется на продажу автомобильные запчасти, бытовая техника, сантехника, строительные материалы, оборудование. На втором этапе выставка мебели, посуды и других товаров для дома и офиса. Последние 3 дня ярмарки идет выставка одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных средств.
Посещение выставки станет одним из пунктов недельного бизнес-тура в Гуанчжоу, который пройдет с 14 по 21 апреля. Участники из Кыргызстана смогут наладить партнерские связи с производителями и поставщиками из Китая на кантонской выставке, а также примут участие в кыргызско-китайском бизнес-форуме, посетят специализированные промышленные зоны. Стоимость бизнес-тура – $1675. В эту сумму включены получение визы, авиаперелеты по указанным в программе направлениям, все трансферы, проживание в отелях Гуанчжоу и Урумчи. О том, как кыргызстанские производители могут использовать развитую промышленность Китая и зачем ехать на кантонскую выставку, в интервью Capital рассказал представитель торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Гуанчжоу Амир Закиров. Бизнесмен много лет живет и работает в Китае. Сейчас, хоть официальные органы говорят, что пока нет, но как бы реальность показывает, что на самом деле с экономикой у нас все не слава богу. На фоне этого звучат все чаще призывы к тому, что надо развивать экспорт, что надо налаживать производство и что надо наконец перестать стать страной-потребителем и стать страной-производителем. В рамках предстоящей поездки на выставку, на кантонскую ярмарку в Гуанчжоу, какие вообще перспективы вы видите для того, чтобы развивать именно это направление в экономике Кыргызстана, я имею в виду именно производство? Что могут те бизнесмены, которые хотят стать производителями, найти на этой ярмарке? Ну да, смотрите, конечно, государству, конечно, лучше открывать производственные мощности, развивать эту сторону, это плюс обеспечение людей работой, налоги и так далее. То есть это как бы целая стратегия. Но здесь надо учесть наш менталитет, азиатский, кыргызский. Мы привыкли за независимость нашей как бы республики покупать и продавать. То есть сегодняшнее поколение, они привыкли зарабатывать, скажем, деньги или же делать деньги на вот этих вещах. Купил, продал и заработал. Это касательно можно привести Дордой, те другие посреднические компании, которые этим занимаются. Но всему этому как бы пришел конец. На протяжении 8 лет работаем с Россией и с Казахстаном. Там же работа с Китаем очень сильно налажена. Почему? Потому что, как мы знаем, что в России, что в Казахстане, что в Кыргызстане нету своего производства. Если оно даже есть, оно очень маленькое. Она не покрывает ту, скажем, потребность или тот спрос, который должен на рынке быть. Поэтому они все везут из Китая. Что они везут из Китая? Они везут товары народного потребления, это хозтовары, это оборудование для того, чтобы там упаковочное оборудование, разливное оборудование. Почему именно из Китая? Потому что на сегодняшний в Китае, так скажем, много работают европейских компаний, которые за счет дешевого труда и определенной, скажем, поддержки иностранцев со стороны Китая именно по налогам, они создают там продукт более конкурентоспособный, чем европейский. Амир, ну вы же понимаете, что вот этот вот бренд китайского производства, он у нас вызывает довольно-таки скептическое отношение. То есть мы привыкли к тому, что если это знак качества, то это европейское, либо американское, ну, либо там турецкое на крайний случай. Ну и вот в этом отношении оборудование китайское, то есть не кажется ли вам, что не захотят брать только потому, что скажут, ну вот, это работать будет точно так же, да? Ну, смотрите, в Китае существует два качества, две цены. То есть там можно комплектовать дешевые, ну, по своему бюджету смотря. Многие предприниматели едут уже сознательно, что хотят купить дешевые. А если же едут как бы серьезные компании, долгосрочно, они берут очень хорошее, качественное, дорогое. Даже тоже то дорогое, качественное китайское, оно стоит дороже. Бывает даже практики, что дороже, чем Европа. Но скажем, оборудование тоже приведу розлива, то же самое будет стоить, может быть, допустим, по цене европейского, но там комплектующих будет больше. То есть за эту цену, но больше какого-то оборудования будет. То есть китайцы так работают. Вот. Амир, ну все-таки хотелось бы услышать ваш совет по выбору оборудования именно для малого и среднего бизнеса. Почему надо выбирать китайское? С чем это связано? Только ли с дешевыми поставками? Ну, смотрите. Или есть еще какие-то преимущества? Например, сейчас же у нас рынок торговли довольно открытый. Любой человек может заказать все, что угодно там, из Америки, из Европы, откуда угодно. Но вот почему именно выбор должен быть за китайским, непонятно. Ну, смотрите, во-первых, за последние десятилетия Китай уже заслужил доверие.
я еще раз скажу, что там очень большие мировые бренды уже открыли, ну, как бы работают десятки лет. То есть там все международные компании мира сидят в Китае, открывают представительство, работают с китайскими партнерами. Учитывая то, что они уже там и производят свою продукцию намного дешевле, чем в Европе и, допустим, в России. Потому что, еще раз скажу, что в Китае дешевле это производить. И за счет этого уже есть качество. Потому что там присутствуют европейские технологии и, как бы скажем, специалисты в этом направлении, какое бы там ни было оборудование. И китайцы уже давно уже откопировали, отшлифовали свое, как бы скажем, производство, потому что они следят за тем, чтобы их экспорт не падал. Вот. Я же говорю, все существует, это две цены. Вторая причина – это то, что мы соседи, то, что нам легче по логистике. И всегда, скажем, с китайцами можно договориться. Когда мы поднимем свое производство, когда мы начнем производить, там, скажем, свою обувь, свои чайники, да, там, ну, потребительские или хозтовары, это будет процесс происходить очень долго и тяжело. Это, во-первых, то, что сейчас кризис, во-вторых, что у людей денег нету, и в-третьих, то, что у людей нету этой специальности, нету опыта, нету образования. Вот, поэтому нам будет очень тяжело. Но если мы возьмем курс на Китай и будем Китай или Турция, скажем, Китай и Турция для нас очень такие стратегические экономические партнеры, и я считаю так, как предприниматель, как бизнесмен. Потому что все новые технологии среднего и малого бизнеса развиты в этих странах. А эти страны, соответственно, брали у других стран, как Корея, там, Соединенные Штаты, скажем, к примеру. Вот. Поэтому, пользуясь той технологией, той инструкцией, которую Китай использует, мы можем поднять свое производство, брать у них технологии оборудования, привозить специалистов и обучаться их специалистов. Только в этом случае мы можем быстренько поднять нашу эту производственную, скажем, отрасль. И за счет того, что у них есть дешевая рабочая сила, за счет того, что у них есть европейские технологии и специалисты, они как раз таки на сегодняшний день выгодны нам. Даже смотря на то, что мы вошли в таможенный союз, да, таможенный союз. То есть все равно это фабрика мира. Куда мы ни крутим, мы все равно упираемся в рынок Китая. И нам в любом случае нужно будет брать там. Единственное, один момент остается – сфокусировать свой бизнес. Если наши предприниматели, допустим, занимались только дордоем и привозили и тупо продавали, скажем, то надо здесь уже работать по-другому. Привозить комплектующие, привозить сырье китайское, здесь их перерабатывать, собирать и продавать дальше. Между тем, кыргызский бизнес покоряет Соединенные Штаты. Некоторые кыргызские предприниматели вкладывают свои средства в экономику США, рассматривая ее как альтернативный рынок ближайшим партнерам. В марте в Вашингтоне состоится кыргызско-американский бизнес-форум. На нем обсудят вопросы укрепления торговых и бизнес-связей между странами. Из-за регионального кризиса большинство предпринимателей в поисках новых рынков. Строительная отрасль стоит, однако Альберт Авазбеков не стал ждать, пока кризисное влияние спадет, а решил продолжить свое дело в Америке. Сейчас у него есть компания в городе Хьюстон. Мы зарегистрировали компанию за один день, и пока за полгода у нас не было ни одной проверки. В Америке, если все налоговые отчеты сдать вовремя, то никаких проблем с госорганами не бывает. В Хьюстоне 6 кыргызских компаний. Они работают в сфере строительства, у них есть магазины и пиццерии. Кыргызстанцы в США ведут бизнес в сфере торговли и услуг. Кыргызские точки общественного питания пользуются даже успехом у местного населения. По словам бизнесменов, экономика штатов с новой силой поднимается и возрастает спрос, потому желающих воспользоваться этим моментом множество. Почему Америка? Америка – стабильная страна. Конечно, есть Казахстан, Россия, но сегодня в США, на мой взгляд, больше перспектив. Мы давно изучаем рынок США и думаем, что у нас есть возможности. Мы, конечно, сразу многоэтажные дома строить не будем. Начнем с небольших строек. Объемы торговли между двумя странами невелики. В прошлом году оборот составил всего $113 миллионов, из них импорт 112 миллионов, а экспорт всего лишь на $1 миллион. Я оптимист. И я думаю, что всегда лучше, если у нас будет побольше. Что мы работаем в посольстве, мы работаем с нашими киргизскими партнерами, чтобы укрепить эти связи и чтобы наш торговый оборот
повысится. Бизнесменам предлагают помимо строительной сферы изучить туристическую отрасль и сферу предоставления услуг. На встречу с американскими бизнесменами надо ехать не просто с идеями, а готовыми проектами, которые включают в себя все пути реализации идеи. Причем не новый бизнес, а уже опытные бизнесмены, проявившие себя в Кыргызстане, могут продолжить свое дело в США. Граждане США в Кыргызстане инвестируют в гостиничный бизнес и телекоммуникации. Таможенный союз – это новая возможность для Кыргызстана. Этот рынок намного шире, поэтому интересен и привлекает инвесторов. Американские бизнесмены знают лишь о горнорудной отрасли. Думаю, у Кыргызстана высокий потенциал и в сферах легкой промышленности и туризма. Кыргызско-американский бизнес-форум впервые был организован в 2002 году. В этот раз кыргызские предприниматели в 6-й раз отправятся в США. В условиях глобализации сужаются понятия границ. Экономическое бизнес-партнерство также приобретает глобальный характер. Зимой кыргызстанские бизнесмены посетили офисы таких влиятельных компаний, как Microsoft, Starbucks, Tesla, Google, Apple и Boeing. Наши предприниматели открыли для себя новые знания, ознакомились с их принципами работы и инновационным подходом к делу. О новых идеях, которые помогут эффективно развивать бизнес, расскажет исполнительный директор Американской торговой палаты Зарина Чикирбаева. В Лас-Вегасе, конечно, мы посетили компанию «Запас», которая сама по себе отличается уникальной корпоративной культурой. Также просто посмотрели, как работают эти гиганты, познакомились с принципами их работы, вот их инновационным подходом, какие планы они себе ставят, там, скажем, на следующие 30-40 лет. То есть для наших бизнесменов это был такой эксклюзивный тур, где, конечно, мы использовали наши обширные связи, вот именно Американской торговой палаты, вот именно в Соединенных Штатах. Ну вот как отметил один из наших участников, он говорит, что для него это был такой поездка открытий, потому что в свое время он только читал про эти компании, а увидеть в какой-то степени, то есть мы, в принципе, постарались показать внутреннюю кухню этих компаний посредством вот именно тура, посредством личных встреч с топ-менеджерами этих компаний, посредством вот посещения вот именно каких-то офисов, к которым вообще нет доступа как бы у других компаний. Для него таким интересным был, конечно, подход к бизнесу, как они работают над видением компании. Им был интересен, например, подход руководителя к сотрудникам. И вообще, вот, как построены вот эти бизнес-процессы внутри компании. Например, в компании «Запас» нет никакой иерархии, то есть есть президент компании и менеджеры, то есть нету там начальников отделов, там, как у нас говорится, начальник маркетинга, начальник там, отдела логистики и так далее, то есть такого даже нет. Сколько свободы предоставлено сотрудникам, и в то же время насколько каждый из сотрудников вдохновлен работать на эту компанию. То есть один из сотрудников компании Google говорит, что это самое лучшее место работы, где он работал вообще в своей жизни. А в компании «Запас» говорят, что из «Запаса» никто не уходит. Если уходят, например, в Google. Из Google никто не уходит, из компании Google уходит, например, Microsoft. То есть это были топовые компании, которые всегда отличаются и которые считаются, вот именно есть как бы рейтинг компаний, да, топ-500 компаний мира, куда каждый человек хочет попасть и хочет работать на эту компанию. Вот эти гиганты, они входят в первую пятерку таких компаний. То есть, во-первых, трудно попасть как бы на работу в эти компании. Во-вторых, если попадают, уже как бы не уходят, потому что как бы и условия настолько как бы приспособлены для вот именно эффективной работы. Также очень много свободы для креатива, очень много возможностей вообще расти дальше, как бы быть с этой компанией. То есть они видят себя как частью всего вот большого одного целого. Мы хотели показать нашим бизнесменам, что можно как бы начинать с малого, но нужно иметь всегда видение, что надо двигаться как бы на глобальному уровне. То есть Starbucks, «Запас», это в свое время Google, да, то есть это все начиналось просто с идеи одного человека, а сейчас переросло вот именно в махины, которые оцениваются в миллиарды долларов.
Скоро 8 марта, в эти дни возникает один и тот же вопрос, что подарить прекрасной половине человечества. Золото и бриллианты – это всегда актуально и красиво. Драгоценным людям нужно дарить драгоценные подарки. В Бишкеке есть ювелирная студия, где каждый желающий может не только приобрести оригинальное украшение, но и с помощью 3D-моделирования воплотить в жизнь свой эскиз. Об этой студии в нашей рубрике «Мой бизнес». Да, это изначально была идея моего мужа. На тот момент мы даже не были женаты, то есть это было около 15 лет назад. Начинал он с малого. Это был небольшой цех, наверное, с 10 мастерами. Мы одни из немногих в городе, у кого имеется целый цех с наличием всего необходимого оборудования по производству ювелирных изделий, любой сложности и любых моделей. Изначально мы работали на экспорт нашей продукции, то есть у нас были оптовые заказчики из Казахстана, с Таджикистана. И постепенно со временем пришла идея открыть место, где наши соотечественники смогут позволить себе прийти и заказать что-то эксклюзивное, индивидуальное. То есть не приходить и брать то, что есть уже в наличии, навязанное кем-то, да, чьими-то представлениями о красоте, о моде, а сделать то именно, что у тебя на уме, что ты считаешь красивым и подходящим именно для тебя. Например, у нас есть такие полуфабрикаты комплектов. Здесь металл, но нет камней. Некоторые клиенты желают ставить бриллиант, некоторые цирконий, а некоторые другие полудрагоценные камни. Поэтому мы предлагаем нашим клиентам такие полуфабрикаты. Можем сделать из белого, из розового. Можем вот так скомбинировать, сделать желтое золото вместе с белым. Вот такие вещи можем сделать с бриллиантами. Можем пока временно поставить циркон, и потом можно заменить будет, тоже без проблем. Классическую, обычную хотите обручалку? Да. Без камней, без ничего, да? А вы хотите все-таки классическую, да? Без всяких вариантов хотели посмотреть, да. Через сколько? Это был обычный день. Один из тех, что забирает тебя в сказку. Дарит что-то особенное. Делай особенной тебя. Напоминает, что мечты сбываются. Надо лишь следовать за ними. Ювелирная студия M-Gold. Мы создаем сказку для ваших драгоценных людей. Ну, сейчас тренд таков, что в моде делать предложения, как в голливудских фильмах, да, кольцо с бриллиантом. То есть приходят молодые люди, которые хотят, да, и я хочу сделать предложение, и подберите мне такое помолвочное кольцо. Наши возможности позволяют исходить, опять же, из возможностей любого человека. То есть человек может прийти и сказать, назвать сумму, либо до этой суммы я хочу изделия, либо сказать, что что-то очень сложное, там, какой-то сложный дизайн изделия, да, и, то есть мы опираемся на вкус и желания, ожидания у всех абсолютно. Весна – пора возрождения, время обновлений, период рассвета. Пусть оживает не одна природа, но и развиваются и крепнут торговые отношения и с Китаем, и с США, и не только с ними. Вы смотрели экономический обзор, подготовленный командой Capital. Смотрите нас каждый вторник и четверг в это же время. Читайте нас на сайте www.capital.kg. Всего вам доброго!